Давай, есть. Развернуться детям теперь есть где. И на детской, и на спортивной площадках, говорит Евгения Шайхуллина. Ее сын один из тех, кто активнее всего изучает новый парк. В Казани я еще такой парк не видела, прям, чтобы прям такая площадь огромная прям была. И столько разных площадок для детей. Я прям вообще в восторге. Тут у нас детский комплекс. Новый парк сегодня осмотрел Рустам Миниханов. По задумке архитекторов, территория разделена на 3 части. Зона активного отдыха, коворкинга и релакса у озера. По берегу водоема высадили растения. Свой вклад в озеленение сегодня внес и президент. На 6 гектарах нашлось место для фонтана, экстрим-площадки, амфитеатра и даже теплицы, где будут проходить мастер-классы по выращиванию растений. Есть и специальная площадка для выгула животных. Это обязательно нужно в наших городах делать. Красиво получилось. Работы прошли в рамках федерального проекта создания комфортной городской среды. К победе над пустырем, который здесь был, жители шли вместе с архитекторами, согласовывали каждую деталь. Мы им показывали полностью концепцию, показывали свои планы, какие-то вещи они отметали. Такое тоже было, с каким-то согласились, например, озеро, они поддержали эту идею, потому что водоем тоже, как бы, ближайший водоем здесь все равно не близко. Да, когда у тебя прям под окнами вода, это тоже очень здорово. Очень ждали, потому что родились уже дети, у многих уже и были здесь дети на районе, мы все ждали такого классного места, нам прям его очень не хватало. Сегодня в Салават-Купере проживает около 30 тысяч человек, и это первый парк на территории микрорайона. Салават-Купере продолжает активно застраиваться. С начала года в микрорайоне заселили 20 домов, это свыше 2000 квартир. До конца года будут сданы еще 6 многоэтажек. Параллельно с общественным пространством развивается и социальная инфраструктура. Здесь работают несколько поликлиник, 3 школы, 8 детских садов и подростковый клуб. Решается дорожный вопрос. На прошлой неделе избавились от пробок на пути к микрорайону, вдвое расширив дорогу в сторону поселка Осиново. Но и это еще не все. В течение следующего месяца планируем открыть еще один объект. Это охрана общественного порядка. Здесь будет создана народная добровольная дружина. Салават становится тем местом, где люди могут не только проживать, но и реализовывать все остальные вопросы, связанные с отдыхом и с обучением детей. Теперь дороги в школу и детский сад ведут через новый сквер, меняя ежедневный путь жителей целого микрорайона. Так Салават-Купере становится примером, где масштабная жилая застройка идет параллельно с созданием полноценной социальной инфраструктуры. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.